гимна страны началось мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. В Ингушетии их больше 3000 человек. Начать торжество специально решили именно у Вечного огня. Здесь увековечены имена их коллег, погибших при исполнении служебного долга. В память о них собравшиеся возлагают цветы. Несмотря на то, что сегодня для ветеранов МВД праздничный день, они вспоминают тех, кто защищал нашу родину ценой собственной жизни. Хусейн Ганижев 45 лет своей жизни отдал службе в МВД. Он считает, что если сейчас в республике мир и спокойствие, то в этом заслуга именно тех, кого нет с нами рядом. У нас долг перед ними. Самое больное, когда посмотришь на их родителей, жен, матерей, душа плачет. Не смогли мы сохранить. Вклад в укрепление внутренних войск, которые внесли ветераны, трудно переоценить, отмечает председатель правительства республики. Руслан Гагиев подчеркнул значение того факта, что многие ингушские полицейские ценой собственной жизни исполняли свой служебный и гражданский долг перед Отечеством. Сегодня мы чествуем вас и тех, кого с вами нет, ваших сослуживцев. Благодаря всем вам и тех, кто с вами был, мы обязаны тому мирному небу, в котором мы сейчас живем. Вы всегда для нас и для подрастающего поколения остаетесь символом мужества, доблести и отваги. От имени главы Ингушетии Юнусбека Евкурова и себя лично еще раз поздравляю вас этот светлый праздничный день. Желаю благополучия, счастья, добра, мира и процветания нашей республики. Дорогие ветераны, я благодарю вас за вашу многолетнюю службу, за нелегкий труд, за ежедневный риск в борьбе с криминалом, за многие годы, которые вы посвятили защите правопорядка, за то, что сумели создать и передать нам те добрые традиции, на которых и поныне воспитывается новое поколение полицейских. Вы по сей день остаетесь в нашем строю, обучая и воспитывая молодежь, проводя уроки мужества среди школьников, студентов, внося весомый вклад в формирование нравственных основ подрастающего поколения. Миф о том, что служба в рядах внутренних войск чисто мужская работа, Мария Мархиева развеяла напрочь. Полковник в отставке пришла сегодня, чтобы встретиться со своими бывшими коллегами и вспомнить тех, кого уже нет с нами. В то время, конечно, работали в очень трудных условиях. Ну, а сейчас, конечно, не сравнить то, что сейчас, то, что тогда. У нас даже элементарных не было и стульев, и столов, кабинетов, структуры создавались. Было время безвластия. Ну, все ж таки работали сообща. Работали, отдавались. А сейчас, конечно, нам очень приятно, когда нас приглашают, когда с нами считаются. Особенно последние несколько лет нам уделяют внимание, приглашают ветеранов всех. Мы встречаемся, видимся друг с другом. Это же тоже очень приятно бывает. Вспоминаем, как работали. Они не падали духом и гордо несли свою службу. Алихан Арчаков более 20 лет проработал в структуре МВД. За эти годы было много хорошего и не очень. Но он уверен, что именно ветераны внесли весомый вклад в развитие и становление МВД Ингушетии. Первым мы создали по охране административной границы батальон, отдельный батальон патрульной посольной службы. И на этой основе дальше полк патрульной посольной службы, ну и другие силовые структуры. Да, конечно, тогда проходилось трудновато, конечно, но все равно ради своей республики, своего народа надо же, как все ингуши, как все россияне. Виновников торжества приглашают в актовый зал министерства. Там собравшимся представили документальный фильм об истории становления органов внутренних дел Ингушетии. Самую приятную часть оттягивать не стали. Ветераны МВД получили нагрудные знаки и почетные грамоты из рук председателя правительства и министра внутренних дел. Ну а в завершении мероприятия для ветеранов устроили праздничный концерт, на котором выступали звезды ингушской эстрады. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.